Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на мужчину. А тема звучит так: ждать или забыть. Для кого эта тема актуальна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на мужчину, назовите его по имени, загляните в его глаза, спросите у него: ждать тебя или забыть. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Девочки, у кого комок в горле, а? Так, мои хорошие девочки, ждать ли вам или забыть? Кто расстался давно? Давно, я имею в виду, полгода назад, может быть, даже больше, чем полгода назад. Мужчина, поругались, уехал, либо вы, например, студенты, он куда-то уехал на практику учиться, а вы остались у себя дома. У вас встреча обязательно будет. Будет, но только еще нужно будет подождать несколько месяцев. Мужчина о вас думает, мужчина к вам стремится, мужчина к вам едет. Вот мысли, по крайней мере, есть такие. Он приедет, у вас встреча обязательно будет. Будет, и все будет как-то немножко по-другому, и он уже посерьезнее будет относиться. Он как-то у вас возмужал, да, окреп, и мозгами окреп. Такой, знаете, мужчина. То провожали мальчика, а встретите мужчину. Здесь однозначно, дождитесь, он приедет. Для тех, кто поругался и расстался, тут уже не важно, сколько времени прошло, вы обязательно с ним опять помиритесь. У вас как новый виток в отношениях начнется. А вы просто поругались. Вот она, пятерка вышла с правой стороны. Просто поругались. Вы оба виноваты в том, что вы поругались. Оба. И оба захотите помириться. Причем одновременно. Вот. Кто не хочет одновременно, тут судьба вас толкнет. Да? Его толкнет, вас толкнет. Прям в объятия друг другу. То есть помиритесь. Тут даже других вариантов и нет. У вас новый виток начинается. Новый этап, да, новая страничка в ваших отношениях. Здесь тоже однозначно ждать. Кто у меня развелся, да, у кого-то прям был развод, но вы все равно ждете, либо что-то ждете от этого мужчины. Может быть, какие-то обязательства он должен выполнять перед вами. Здесь ему кто-то будет мешать. Он будет к вам стремиться, у него будет желание к вам, приехать, пообщаться, я не знаю, прощупать почву, как говорится, но кто-то будет мешать. Скорее всего, есть другая женщина, которая просто будет из шкурки вылазить, костьми ложиться и будет путать ему его планы, его дороги, всякими, пользуясь средствами и методами, не пускать к вам. Если позовете, приедет. Если будете ждать, что типа сам, да, пусть сам решится, так не сможет, не пустят. А на ваш зов он откликнется, 100% откликнется. Так, а для тех, у кого мужчина живет, допустим, да, в другом городе, в другой стране. Он вам обещает, что я там приеду, у нас все будет, там все сложится. Девчоночки, он приедет. Смотрите, либо он сам приедет, либо он вас куда-то позовет. Может быть, на какую-то нейтральную территорию, либо к себе в гости позовет. Скажет, приезжай ты, посмотри, как я живу. Хочешь так жить со мной? Пожалуйста, будем решать, будем планировать, будем что-то думать. Вот. У других отыграется, что сам приедет. Приедет за вами и отвезет к себе. Вот, приедет. Но только время. Здесь время главный фактор. Возможно, он планирует, возможно, вы это обсуждаете, но времени уйдет в 3 раза больше. Да? То есть, если вы говорите, мы встретимся через 3 дня, встретитесь через 9 дней.
Если там через 3 недели, сами понимаете, да, и также с месяцами идет. Не могу сказать причину, мне ее не показали, но тут есть причина, которую невозможно обойти. Почему-то вот срок вашей встречи, момента, когда вы сойдетесь, он на 3 помноженно идет. Да? Вот. Но это не важно, девчоночки. Если счастье, если любите, если стремитесь, можно и подождать, не критично. У него кроме вас никого нет. Он вами живет, вами дышит. Ради вас он по утрам встает. Тут все будет. Так, для тех, кто в любовной связи состоит, кто в любовной связи. Девочки, он придет ровно в тот момент, когда он будет вам не нужен. Не знаю, как это еще объяснить. А сейчас вы вот убиваетесь, пытаетесь его дождаться, там, не знаю, кто-то даже упрашивает мужчину, а он все, знаете, как какими-то отговорками, какими-то пустыми обещаниями, да, типа вас кормит постоянно. У вас другой мужчина появится. Мужчина, который будет именно ваш мужчина. Мужчина, с кем у вас будет настоящая любовь. Не вот это вот кусочками ворованное счастье, скрытое ото всех глаз, а именно вот ваше, свободно, на показ. Вот он мой мужчина, вот она моя женщина, там и сразу и брак, и, смотрите, даже кто-то забеременеет сразу. Вот такой мужчина у вас появится. В момент, когда вы вот лично даже для себя скажете, ну все, я того не хочу, любовника, хочу вот с этим мужчиной быть. Вот он прибежит, еще и с вещами прибежит, еще и права начнет качать. Я говорю, как же так? Как же так? Мы же с тобой любим друг друга. Я ради тебя там жену оставил, детей оставил, там опозорил свою честь. Найдет, что вам рассказать. И знаете, такой он противный вам станет. Скажете, Господи, какой же ты ущербный. Фу на тебя, иди отсюда. Вот, и откажетесь от него. Зачем он вам? Сколько он кровушки вашей попил, да, лучшие ваши годы украл. Такой. Девчоночки, кто вдруг, если вдруг у вас будет такая мысля, что может попробовать, гоните эту мысль подальше от себя. Если вы вдруг все-таки скажете, либо там пожалеете его, пойдете на его уговоры, скажете, окей, давай попробуем, он будет жить на 2 дома. Вот реально будет жить на 2 дома. Вот вплоть до того, что сегодня он ночует с вами, завтра он ночует там, в другом доме. Вот. Какое-то униженное положение у вас будет. Это самое худшее решение из тех возможных. Вот, подумайте, если появится желание его принять, или, знаете, как столько лет ждала, а тут на тебе сам пришел, подумайте о моих словах, о моем предсказании. На 2 дома жить будет, в прямом смысле этого слова. Ваше положение, тут врагу даже не пожелаешь, да, быть в таком положении. Делить мужика. Причем там даже какая-то очередность, может, он и сам установит. Да? Говорит, я птица редкая, всеми желанная. Сегодня с тобой, завтра с ней. И вот так и будем жить. Да. Он, кстати, очень самовлюбленный у вас. Такой эгоистичный тип. Так, девочки, идем дальше. Здесь мужчина по долгу службы где-то находится. По долгу службы. Так уехал, да, уехал. Может быть, вы просто встречаетесь, мужчина уехал. И вы, как связь потеряли, вы ничего о нем не знаете, думаете о худшем. Вы знаете, вы скоро получите информацию. Информацию именно о нем. Не от него, а о нем получите. Информация поможет вам определиться, кто он в вашей жизни и какие чувства вы к нему на самом деле испытываете. Девчоночки, сначала пойдет информация о нем, а потом уже и он появится. Вот. Возможно, даже противоречивое что-то будет. Да, вам скажет плохое, а будет хорошее. Понимаете? Вот. Но мужчина там появится, другим станет, более какой-то, знаете, не знаю, сдержанный, суровый. Что-то поменяется в нем, поменяется в его лице, поменяется в его характере.
И этот мужчина, он станет более, что ли, жестким. То есть его ситуация, вот это отъезда, там, где он был, его очень закалила. Даже у кого-то мужчина станет более грубым. Не факт, что вы еще его захотите. То есть, не могу сказать, что прям чудовище, но такой немного безжалостный, что ли. Как железный, вот, как железный, как, ну, не пробить. На эмоции его уже будет не пробить. Такой человек. Возможно, вы и сами от него откажетесь, скажете: нет, таким я тебя не знала, таким я тебя не хочу. Да, так тоже иногда бывает. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.